Проще говоря, 10 лет назад в республике Коми был объявлен день траура. 31 января 2009 года в селе Подъельск Кировского района произошел пожар в доме, где под присмотром социальных работников проживали пожилые люди и инвалиды. Погибло 23 человека из 26 проживающих в здании. Трагедия вызвала широчайший резонанс. На место прибыло не только республиканское руководство, но и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он решительно заявил, что виновный должен быть найден. Крайним в этой ситуации оказался исполняющий обязанности руководитель социальной службы села Алексей Королев. Он был немедленно арестован, а затем обвинен в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшим за собой гибель людей. Ему грозило до 7 лет лишения свободы. Но в сентябре 2009 года Королева освободили из-под стражи прямо в зале суда. Полностью оправдан. Редчайший случай в нашей судебной практике. Тут сыграла свою роль пресса и общественный защитник Владимир Пыстин. Выяснилось, что стариков селили в дом с 1993 года, хотя интернатом для пожилых этот объект не был. Формально его вообще не существовало. Дом не соответствовал нормам пожарной безопасности и не был предназначен для проживания людей. По мнению экспертов, эвакуация всех обитателей дома в данных условиях была невозможна. Время прибытия пожарных нарядов, база которых располагается в 30 километрах от Подъельска, намного превышает время горения этого здания. Кроме оправдательного приговора, суд вынес 3 частных постановления в адрес чиновников разного уровня. Потом виновные были наказаны. Владимир Пыстин получил федеральные и республиканские премии за журналистское расследование. Но погибших ужасной смертью стариков не вернешь. После такого тема, разумеется, стала приоритетной. Нашлись деньги на ремонт, реконструкцию и строительство новых кирпичных зданий, учреждений этого типа. Не в последнюю очередь по этой причине наш министр труда Илья Семяшкин мог в начале прошлого года отчитаться по вопросу очереди в дома-интернаты. У нас этот вопрос решен. Мы решили его досрочно. Раньше, чем было поручение практически на 3 квартала, на 9 месяцев мы раньше его решили. Мы ввели 120 новых мест в Республике Коми. Для Северо-Запада, наверное, кроме Санкт-Петербурга, таких объемов ввода за прошлый год действительно нигде не было. Мы увеличили количество мест в интернатах. И сейчас у нас очередности фактически нет. Не то, что вот министерство приняло решение, где-то есть эта очередность потом в интернатах. У нас ее фактически нет. Но в поселке Земстан Усть-Коломского района остался последний дом-интернат для престарелых инвалидов в деревянном исполнении. Решается вопрос о его закрытии. Это здание 5-й степени огнестойкости с полным износом и не соответствует требованиям пожарной безопасности. В отношении интерната вынесены предписания Республиканского Госпожнадзора и МЧС. Представление об устранении нарушений вынесла и прокуратура Республики Коми. Там прямо указано на риск гибели людей. Исполнение предписаний надзорных органов невозможно. К тому же учреждение расположено в удалении от райцентра. Понадобится помощь до больницы, полиции, до районной власти 90 километров. Расстояние значительное, с учетом состояния местных дорог. Это очень похоже на ситуацию с Подъельском. Вплоть до деталей, с количеством проживающих. Проживающие будут переведены в дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Они будут проживать в безопасных и более комфортных условиях, где имеется вся необходимая инфраструктура, медицинское и реабилитационное оборудование, штаты медицинских работников, доступность консультаций республиканских учреждений здравоохранения. В случае принятия решения о закрытии интерната все права работников будут соблюдены. Им будут предоставлены социальные гарантии, связанные с ликвидацией организации, отметили в Министерстве труда и соцзащиты в связи с возможной ликвидацией учреждения.
По данным Министерства труда, к 1 февраля 2019 года в интернате будут находиться всего 6 проживающих. И они в дальнейшем также будут переведены в другие интернаты для престарелых и инвалидов. Но там еще 27 работников. Да, 15 из них пенсионеры. А вот остальным устроиться на работу в земстане трудно. Решение принимать надо. История Подъельска подсказывает, что промедление недопустимо.